старый мел. Давление же, дога операция. Русланбеков в 2011 году перенес шунтирование и стентирование на сердце, поэтому за здоровьем самого важного органа следить тщательно. Увидев медиков, решил не пропускать возможности получить консультативную помощь. حوادث ديش عذاكر دي درناها ترى دربن ناشي دولة دي فيها لكي لغيها. Среди самых опасных для жизни человека заболеваний медики выделяют сердечно-сосудистые. Высокие единицы давления могут привести к инсульту и инфаркту миокарда. Поэтому следить за основными параметрами здоровья особенно важно. Измерить сатурацию, глюкозу в крови и получить дальнейшую консультацию в икажеской амбулатории могут сегодня не только прихожане мечетей, но и все желающие. В составе бригады и медиков врачи узких специальностей. Выявляя этого больного, мы узнаем его анамнез. Узнаем, сколько времени он болеет, как он наблюдается, даем ему советы по питанию, по образу жизни, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, что можно ему делать. Самое важное, как мы объясняем этим больным, это здоровый образ жизни. Нормальное давление 130 на 90. С возрастом выше 45 лет, а до 45 лет и 110 на 70, и 115 на 70, но выше 130 на 90 давление уже высокое. Выше этого давления уже надо обратиться к врачу и заняться своим здоровьем. После осмотра медики чаще всего выделяют сахарный диабет, бронхолегочные заболевания, гипертонический криз и постковидный синдром. Сегодня именно у центральной мечети акция проходит не случайно. Чаще всего от таких заболеваний страдают мужчины. Контингент именно заболеваний, он очень расширенный, очень большой. Именно заболевания сердечно-сосудистой системы среди мужчин очень распространены. Сейчас вот при проведении измерения давления выявилось из 7 человек у 5 очень высокие цифры. Поэтому эта акция она направлена на то, чтобы не просто выявить сердечно-сосудистые заболевания, а в последующем предотвратить, объяснить людям о том, что надо сделать, какие меры надо предпринять, чтобы цифры давления не были высокими, соблюдение диеты и тому подобного. Ситуация с ковид медикам позволяет вернуть профилактические медосмотры и диспансеризацию. Прием у узких специалистов полагается раз в 3 года, а пациентам старше 40 проверяться у медиков стоит ежегодно. Такие медицинские профилактические осмотры проходят во всех городах и районах республики. Главная задача диспансеризации – предупредить заболевания, а в случае обнаружения начать своевременное лечение. Лина Цычоева, Магомед Асхоев, Новости 24.